Понимаете, вот представьте себе человек, который накручивает себя. Там, например, у него горло заболело, и он думает: "Все, это там, это не просто горло заболело, это". Он не помнит, что он 2 дня назад там мороженое съел слишком холодное. Он начинает думать: "Все, с горлом какая-то проблема, я, наверное, скоро от этого умру, это что-то прям серьезное". Понимаете? И при помощи вот этого мыслительного процесса человек сам себя накрутит. И вы с этим в жизни не раз сталкивались, когда вы о близких что-то думали, о работе, о каких-то там, ну, то есть, что называется, накручивали себя. Вот к чему я все это говорю? Так вот это тот же процесс. Он просто, ну, как бы меняется, его формат остается тот же, контекст меняется. То, как человек себя привык накручивать в одном, тут он начинает делать духовную практику и начинает накручивать себя в этом. Это и есть тот способ сбить себя. Потому что для ума это, ну, запахло керосином жареным. Вы понимаете, что когда вы делаете какую-то серьезную практику, мысли становятся меньше. А все отождествление, оно происходит только в мыслях, его больше нигде нет.